Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. Башкортостан Республикасы башлыгы Радий Фарит улы Хабиров. Дорогие соотечественники, кадрлы ватандаштар, уважаемые приглашенные и все, кто смотрит трансляцию. Это мое первое послание после избрания. Когда я год назад вернулся в республику, стал оценивать ситуацию, то понял, что наши проблемы не в ЖКХ, медицине или образовании. Хотя там тоже все очень далеко от идеала. Главной нашей бедой была разобщенность, отсутствие единства. Несмотря на обычай наших предков все и всегда решать вместе, я не увидел сплоченности в управленческой вертикали, отдельных коллективах, в обществе в целом. Были и до сих пор кое-где остается какой-то неоправданный пессимизм, неверие в собственные силы, в перспективы республики. Все с восторгом говорили о других городах и странах, а о нас самих, как о безнадежной периферии. Поэтому с первого дня я поставил перед собой, перед управленческой командой, максимально амбициозные цели. Многие коллеги говорили мне тогда, да и сейчас говорят, что это большой риск, что лучше ставить планку, до которой мы точно доберемся, чтобы потом можно было красиво отчитаться о героических трудовых подвигах. Но я сам никогда не работал так и не позволю своим коллегам. Мы всегда будем трудиться на пределе, стараться сделать максимум возможного. И судя по результатам сентябрьских выборов, подавляющее большинство жителей республики видят и ценят это. И доверяет нам. Это важное достижение, но я понимаю, что это очень высокая ответственность и, конечно, огромный кредит доверия лично мне. Уважаемые друзья, удалось ли нам за этот год сделать шаг к консолидации? Скажу так, за редкими исключениями, да, удалось. Консолидации нам пришлось учиться без раскачки. Буквально вне оглашения прошлогоднего послания начал гореть карьер в Сибае. Маленький город не смог бы в одиночку справиться с этой проблемой. Мы навалились на нее всем миром. И вы, конечно, помните, у нас раньше был такой обычай ЭМЭ, когда соседи, собравшись вместе, помогают кому-то одному, попавшему в беду. Так вот, это была настоящая помощь ЭМЭ. В Сибай срочно направили сотни специалистов разных ведомств. Сегодня мы пригласили сюда врачей, которые неделями жили вдали от своих семей, чтобы не допустить ухудшения здоровья. Наши медики приняли тогда почти 20 тысяч жителей Сибая. Здесь с нами сотрудники МЧС, которые обеспечивали общую безопасность, горняки, которые тушили горящие пласты, специалисты по экологическому надзору, которые отслеживали ситуацию. Моральный дух горожан поддерживали известные артисты и спортсмены. В марафоне культуры выступили и наши легенды Нурия Исхаковна Ешсаева и Фидан Сафич Гафаров. Поднимитесь, пожалуйста, уважаемые друзья, и все, кто был с сибайцами, и спасибо вам, и вы, конечно, заслужили эти аплодисменты. Нашу башкирскую традицию соседской взаимопомощи поддержал и глава Республики Крым Сергей Аксенов, пригласив 500 сибайских детишек в крымский санаторий «Мечта». Спасибо ему большое. Уважаемые друзья, ситуация в Сибае действительно во многом сплотила нас. И посмотрите, насколько слаженно, четко, понимая друг друга с полуслова,
Мы действовали во время аварии на Полиэфе в Благовещенске. В считанные часы из других городов прибыли сотни людей с техникой и не допустили даже малейшей опасности загрязнения питьевой воды. Почему же нам так нужна консолидация? Почему я определил объединяющую идею, самой главной для нас сейчас? Да потому что, честно надо признать, многие наши люди живут сейчас плохо, бедно, некоторые стесненно, в очень сложных условиях. Надо всегда помнить об этом. Конечно, есть те, кто добился успеха в бизнесе, кто получает неплохую зарплату на предприятиях и крупных компаниях. Но в большинстве своем людям сейчас приходится тяжело. А что нужно для того, чтобы всем жилось лучше? Конечно, нужен сильный бюджет. Нужна мощная экономика. Нужен порядок в наших городах и селах. А эти задачи решаются только тогда, когда есть единство. Когда нет распри по клановым, политическим, этническим и прочим надуманным причинам. Когда мы вместе, берега. Республике нужен, конечно, экономический драйв, инвестиционный прорыв. И вы знаете, мы сумели добиться в этом году 15% роста инвестиций. И я хочу сказать, что такого давно у нас не было. Последние годы у нас был 0% по этому очень важному ключевому показателю. Мы научились работать с федеральными министерствами и корпорациями, сумели согласовать открытие 3 новых территорий опережающего развития. Настойчиво движемся к созданию особой экономической зоны Алга, которая, я уверен, даст мощнейший толчок развития агломерации Стерлитамак и Шимбай-Салават, запуску там современных производств. И вы знаете, если у нас, дай бог, здесь все получится, то мы уже сейчас думаем о новой особой экономической зоне на другой такой же важной территории. Хотя это уже история другого послания, следующего. В августе мы дали старт разработке крупнейшего в России подольского месторождения. Инвестиции в этот проект Уральской горно-металлургической компании составят почти 50 миллиардов рублей. Из других перспективных крупных проектов назову начало работы по созданию газоперерабатывающего комплекса на «Газпром-нефтехим» в Салавате. Строительство на салаватском предприятии «Дога» установки переработки углеводородных газов. В Стерлитамакском районе компания «Старэкспак» строит завод по выпуску востребованной многослойной асептической упаковки. Известная нам всем компания «Лассесберг» запускает новое производство сухих строительных смесей в Абзелиловском районе. Здесь же русская медная компания приступает к разработке месторождения медных руд. УГМК «Холдинг» реализует масштабные проекты на юбилейном и новоучелинских месторождениях. А вообще, в целом, в наших планах реализовать 100 инновационных проектов. В республике есть мощный индустриальный парк «Промцентр». За 4 года его резиденты отчислили в региональный бюджет 1 миллиард рублей, и здесь создано 1200 рабочих мест. И мы приняли решение поддержать этот успешный проект и увеличили его площадь еще на 10 тысяч метров, на 10 тысяч квадратных метров. И, кстати, и дальше будем увеличивать. 3 наших индустриальных парка, Центр агротехнологий в Чешминском районе, Уфимский и Нижегородский в Уфимском районе, выиграли в конкурсе Минэкономразвития России и получили федеральную поддержку в размере 750 миллионов рублей. И это очень важная победа. Тем более, что Башкирия впервые приняла участие в этом конкурсе. Сейчас мы продвигаем еще несколько наших проектов. У нас, конечно, огромный потенциал в агропромышленном комплексе, особенно по выпуску продукции высоких переделов. Сейчас с компанией «Башбиотех» мы начинаем крупнейший за всю историю АПК Республики проект по строительству в Стерлитамакском районе комплекса по глубокой переработке зерна. Сюда планируется вложить 63 миллиарда рублей. Назову еще крупные проекты. Производство мягких сыров французской компании «Савенсия» на Белебеевском молочном комбинате. Животноводческие комплексы молочного направления холдинга «Северная Нива» в Ермекеевском районе. Фидлот итальянской компании «Креманини Групп» в Федоровском районе.
семеноводческие комплексы группы компании «Таурус» в Белебейском и Альшеевских районах. Республика по праву носит титул молочной столицы России. И еще благодаря настоящим профессионалам своего дела. В этом году на Всероссийском конкурсе операторов машинного доения, удивительно, но мужчина стал абсолютным чемпионом. Это наш доер совхоза Алексеевский Юрий Гордов. Он тоже с нами здесь. Я его не вижу. Серьезный рост инвестиций в этом году уже результат. Но это только первые, но очень важные шаги на пути к Башкортостану как ведущему деловому центру, лучшему региону для предпринимателей. Основы для этого активно закладываем сегодня. Мы запустили центры «Мой бизнес», коворкинг-центр, «Фабрика будущего». Открываем бизнес-окна в МФЦ. Благодаря нашим с вами усилиям, по итогам года Башкортостан вошел в число самых эффективных регионов, и мы получили от правительства России грант в размере 1 миллиард 300 миллионов рублей и направим эту заслуженную премию на улучшение жизни в наших городах и селах. Повысит инвестиционную привлекательность также территории опережающего развития, индустриальные, агропромышленные и технопарки, особые экономические зоны. Недавно республика стала региональным оператором фонда Сколково, и теперь его башкирские резиденты могут оформлять все положенные им преференции прямо у нас, а они довольно солидные. Я делаю все, чтобы в республике активно заработала частная инициатива, чтобы для предпринимателей были созданы лучшие условия, но, подчеркну, для добросовестных, для тех, кто не обманывает людей, не обманывает государство, не губит нашу природу, не пытается втянуть власть в коррупционные схемы. У нас уже прошли сотни важных встреч с бизнесом, и я практически сам вожу за руку всех инвесторов, доказываем, почему нужно вкладываться именно в наш регион. Сам еженедельно провожу инвест-часы и требую, чтобы также плотно с ними работали главы на местах. Мы назначили в городах и районах заместителей по предпринимательству бизнес-шерифов. Они, как проводники новой экономической политики, помогут развернуть на местах деловую активность. За надежных партнеров мы всегда будем стоять горой, и у нас много по-настоящему умных деловых людей, которыми мы можем гордиться. Один из них, Николай Порядин из Каридельского района, сегодня он тоже в зале. Давайте поприветствуем. Николай Васильевич в прошлом пограничник, полковник или подполковник Николай Васильевич, я уже не помню. И он просто наладил переработку древесины и стал партнером всемирно известной чешской фирмы «Кохинор». И вы, конечно, знаете эту знаменитую марку карандашей и ручек. Теперь их делают из нашей каридельской древесины. И у этой компании самые строгие требования к качеству сырья и готовой продукции. Многие фирмы из разных стран и регионов пытались стать их поставщиками, а получилось именно у нашего предпринимателя. Успешный бизнес можно построить еще учась в ВУЗе. Станислав Куртышев и Кирилл Федотов начали свое дело первокурсниками. Сегодня им по 32 года, и они уже известные в республике предприниматели, владельцы популярной сети пекарен и кафе «Лисичкин хлеб». И у них уже трудится более 200 человек. Ребята сами реализовали свои бизнес-идеи самостоятельно. И это замечательный пример для нашей молодежи. Уважаемые друзья, в этом году мы добились реального роста заработных плат в экономике. Это наша особая забота. И меня очень радует, что идет навстречу бизнес. Повышают зарплату, тяжело, но повышают. В самых разных отраслях. В строительстве в этом году она выросла на 15%, в сельском лесном хозяйстве на 9-10%, текстильной промышленности на 9,5%, химическом производстве на 10%. Мы увеличиваем зарплаты бюджетникам. И в этом году направляем
на следующий год направляем на 1,6 миллиарда больше, чем в предыдущие. А за 3 года рост их зарплат достигнет, на рост зарплат, мы выделим еще более 10 миллиардов рублей. И такая прибавка, конечно, будет заметна. Решаем проблему безработицы, создаем новые рабочие места. Больше всех в этом году, например, 830 сотрудников приняли на работу в Башкирэнерго, в НИФАС 560, в Башкирской генерирующей компании 165, на Белебеевском молочном комбинате 138 и так далее. И хочу сказать сердечное спасибо всем работодателям, которые бережно относятся к своим кадрам, открывают новые возможности для трудоустройства. Мы сделали многое для обновления управленческой вертикали республики. И в мою команду вошли те, кто разделяет мои взгляды. Сформировали правительство развития. Вы знаете, заметно изменился корпус глав местных администраций. Год назад я сказал, что надо ограничить время пребывания на посту глав 2 сроками подряд. В 20 районах и 5 городах уже произошли кадровые ротации. Приходят новые поколения руководителей со своим видением ситуации на местах. Но я хочу сразу сказать, что мы никогда не будем разбрасываться кадрами и применяем опыт состоявшихся глав на других важных направлениях. Уважаемые коллеги, мы будем и дальше обеспечивать финансовые потоки из республиканского и федерального бюджетов, но при этом ставить жесткий заслон коррупции и воровству. И открыто будем называть тех, кто запускает руку в государственный карман. Потому что воруют или пытаются красть не только на строительстве дорог, ремонте подъездов и дворов. Совести у некоторых настолько уже плохо, что воруют даже еду у детей в школьных столовых. Только с начала года вынесены обвинительные приговоры за коррупционные преступления 37 бывшим должностным лицам. В отношении еще 42 возбуждены уголовные дела. Мы также объявили войну нелегальной добычи природных ископаемых и вырубки леса. Хотя я точно знаю, что некоторые, позвольте сказать, деятели меня не услышали. И до сих пор мы продолжаем терять наши природные богатства. Но я эту тему обязательно дожму. Год назад мы буквально за уши спасли и вытащили Башавтотранс, Башкиравтодор, издательство «Башкортостан» и другие ключевые республиканские предприятия, которые чиновники во властных кабинетах намеренно вели к банкротству в своих коммерческих интересах. И мы обязательно вытряхнем у этих дельцов также незаконно полученные земельные участки, объекты недвижимости. И еще, вот сколько можно, на мой взгляд, издеваться над башкирским речным пароходством. В сложной ситуации все предприятия «Контура» и речной порт Уфа. И я прошу Министерство земельных и имущественных отношений представить мне внятный план по возрождению в республике речного флота, у которого всегда было доброе имя и богатые традиции. Уважаемые друзья, наша открытость – не временная тактика и не предвыборная стратегия. Хотя, честно говоря, у меня и не было никакой стратегии, кроме обычной рутинной работы. Открытость власти в республике будет абсолютной с первого и до последнего дня моей работы на посту главы. Я прошу, иногда просто заставляю своих коллег разговаривать с людьми, потому что по-другому сейчас нельзя. И мы в этом уже не раз убеждались. Я и сам стараюсь подавать им пример такой открытости. Отвечаю честно на любой вопрос. И никогда не буду отворачиваться даже от самой сложной проблемы, а всегда буду говорить свою позицию. Сегодня скажу о ситуации вокруг Куштау. Куштау будет разрабатываться. Потому что я никогда не соглашусь оставить без работы тысячи людей. И бесполезно меня ломать, выкручивать, подкупать журналистов, националистов. И это пытаются делать те, что самое главное, кто просто хочет выдавить одну компанию с рынка и запустить свою. При этом они зашли бы на территорию, ничем не уступающую по природным богатствам Куштау. Но при этом еще несколько лет Стерлитамак сидел бы, простите, без штанов.
И мы регулярно изучаем мнение местных жителей. И будьте уверены, каждый из них очень хорошо себе представляет, чем обернулся бы для города многолетний простой содового производства. А организованным попыткам давления будет дана соответствующая правовая оценка. Почему я говорю, что нужно носить на руках всех, кто создает рабочие места в республике? Почему я так держусь за каждое предприятие и каждого инвестора? Да чтобы наши земляки, работящие, опытные специалисты, не уезжали тысячами от своих семей в другие регионы. Чтобы не было таких историй, как с нашими вахтовиками во Владивостоке, которым много месяцев не платили зарплату, по сути, кинули без средств к существованию. Мы вмешались и помогаем землякам. И вообще никогда никого не оставим в беде. Очень хотелось бы, чтобы у нас больше не было таких случаев, чтобы люди здесь, в республике, могли найти рабочие места и достойные зарплаты. Уважаемые коллеги, в суть проблем людей, вникать в них, находить способы решения, уметь слышать, это я требую от каждого из моей команды. И главным инструментом в этой работе выступает неведанная ранее система инцидент-менеджмент, которую мы внедрили год назад. И вы знаете, результат очень показателен. Власть, позвольте так сказать, повернулась лицом к людям. Сегодня в этом зале Калюжная Елена Васильевна Стальтамака, Аносова Наталья Николаевна из Благовещенского района, Серегина Олеся Ириковна из Уфимского района, Агеева Наталья Эдуардовна из Иглинского района, Шейхуддинова Гульшат Шавкатовна из Октябрьского района Уфы. Вот это самые лучшие представители инцидента. Давайте их поприветствуем. И вы на самом деле очень многое таким, казалось бы, невидимым, скромным трудом сделали для того, чтобы муниципалитеты ваши были лучшими в плане коммуникации и общения с жителями. И в целом, благодаря труду ваших коллег, Башкортостан, кстати, по организации этой работы занял 2-е место на Всероссийском интернет-форуме. И мы получили очень высокую оценку и награду администрации президента Российской Федерации. В следующем году мы создадим Центр управления регионом. В круглосуточном режиме он будет обеспечивать сбор и анализ информации, принятие оперативных решений во всех сферах жизни республики. Центр также займется моделированием и прогнозированием социально-экономической ситуации. Проблемой, которая изначально, как мы говорили, больше всего фонила и зашкаливала в инциденте, была, кстати, медицина. И мы начали ею заниматься буквально с первых моих дней работы. В кратчайшие сроки сумели привлечь в больницы и поликлиники 660 медицинских работников. Это непросто. Обеспечиваем доступность для людей первичной медицинской помощи. Сократили время ожидания в очередях. Упростили запись на прием. Главное для нас, чтобы люди могли попасть к нужному специалисту и не ждали недели и месяцы. До конца этого года мы откроем детские поликлиники в Дюртюлях и Туймазах. Новый хирургический корпус Центральной районной больницы в селе Языково Благоварского района. Завершим капитальный ремонт в родильных домах Белебеи и Ишимбая, детских поликлиниках в Салавате и Октябрьском, стационаре Республиканской детской клинической больницы. Для снижения смертности от главных ее причин, сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, мы возводим хирургический корпус кардиоцентра, 9-этажный, огромный корпус, и онкологического диспансера. За последние годы это самые крупные объекты здравоохранения республики. Заработала первая вертолетная площадка для медицинского авиатранспорта на территории Республиканского перинатального центра. И мы восстанавливаем санавиацию, которая способна дать тот самый бесценный золотой час для спасения пострадавших. Всем миром мы строим так нужный нашей республике, хоть и печальная эта история, хоспис для взрослых и детей. И я хочу поблагодарить всех, кто внес свои средства на это доброе дело. И вы знаете, собранных денег уже хватило на проектирование всего комплекса.
В ближайшее время этот важный объект обязательно у нас будет. Самое главное, что с начала года существенно снизилась смертность от болезней системы кровообращения и впервые за многие годы от онкологии. Это наша победа. Мы начали материально поощрять врачей, которые выявляют у пациентов рак на ранней стадии. И только с начала года это удалось сделать более чем в 3000 случаев. Мы добились снижения смертности в результате ДТП, гибели на воде, суицидов, отравления алкогольным суррогатом. По сути, вот на данный момент в сравнении мы спасли 2600 человек. Будем и дальше бороться за каждого человека и его здоровье. Для этого важно обеспечить доступность высокотехнологической медпомощи. И мы закупаем самое современное оборудование для городских и районных больниц. И строго следим, чтобы оно не простаивало, постоянно было в работе и чтобы не было очередей. Поставили компьютерные томографы, аппараты МРТ, ангиограф в Белорецкую больницу, Уфимскую 13-ю больницу, республиканский онкодиспансер и для скорой медицинской помощи. Мы наводим порядок в лекарственном обеспечении. Мы вдвое увеличили расходы на эти цели. Выбили дополнительный миллиард из федерального бюджета. Мы решаем очень важную задачу. По сути, возрождаем сельскую медицину. Расширяем сеть фельдшерско-акушерских пунктов. Развернули более 100 кардиологических кабинетов. Реализуем программу «Земский фельдшер». Начали устанавливать современные стоматологические кабинеты в школах. Наши больницы и поликлиники становятся по-настоящему доброжелательными и уютными. Решили ли мы здесь все проблемы? Да, конечно, нет. Но обращение граждан по этой теме стало в год в разы меньше. И значит, мы идем в правильном направлении. В целом, этот вектор, конечно, задан руководством нашей страны. Инициированные президентом Российской Федерации национальные проекты – это изменение нашей жизни качественно. Это десятки, сотни миллиардов рублей, тысячи больших дел и инициатив, которые помогут сделать лучшей нашу социальную сферу, повысить качество жизни в городах и селах. Уважаемые друзья, особая забота для нас – это образование. Важно, чтобы нашим детям в каждой школе, в каждой сельской глубинке и в городских новостройках были созданы все условия для качественного обучения и воспитания. Мы активно привлекаем учителей на работу в сельские школы, внедряем проект «Взлетай» для старшеклассников. И скажу, что переход школ на пятидневку себя, на мой взгляд, полностью оправдал. Я спросил мнение людей, они сказали «да». И мы пошли на этот шаг. Но мы, самое главное, разгрузили детей, освободили субботы для семейного общения и творческих и спортивных занятий. Мы наводим порядок в школьном питании, разнообразили меню. Кто-то говорит, что перемен не слишком видно или очевидно, но вот детей точно не обманешь. А число школьников, которые регулярно обедают в школьных столовых, сейчас существенно увеличилось. В некоторых районах увеличилось наполовину больше. И я уверен, что в скором будущем наши дети везде будут получать качественное горячее питание. Мы запускаем полилингвальные гимназии, в которых преподают сразу на нескольких языках. Это будут настоящие локомотивы нашего образования. 2 из них уже открыты и действуют. Это школа номер 44 и 162 «Смарт». Мы создаем новые учебные мастерские, отвечающие стандартам WorldSkills. Откроем филиал образовательного центра «Сириус» и в течение 5 лет построим 60 школ на 45 тысяч мест. И все же мы, как всегда, по-прежнему говорим, что будущее республики, конечно, в руках учителей. И вот давайте поприветствуем финалистку Всероссийского конкурса «Воспитатель года России», воспитателя детского сада номер 77 Стерлитамака Марию Владимировну Заплохову. Вот он.
И войти в число 15 лучших профессионалов страны – это большая победа и для нас огромная честь. Мы очень вами гордимся. Башкортостан сегодня нуждается в молодых и талантливых профессионалах. Мы ждем и готовы помочь с трудоустройством каждому, кто сейчас обучается за пределами республики. Давайте во время каникул сделаем традиционно это, проведем праздники и встречи со студентами-земляками в Уфе, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске, Казани и других городах. Научим работать с ними глав, активизируем студенческое землячество, создадим кассы взаимопомощи. Пусть даже не все из этих ребят к нам вернутся, но они точно будут знать, что республика всегда их помнит, ждет и всегда для них открыта. И позаботится об их будущем. Важнейший для нас прорыв – это создание в Башкортостане научно-образовательного центра мирового уровня. Вы знаете, насколько это значимо для нашей республики и для ее будущего. На встрече с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным я первым делом поднял вопрос по НОЦу и попросил его нам помочь. И спасибо Владимиру Владимировичу за его реальную поддержку в этом очень непростом и масштабном для нашей республики деле. Мы сконцентрируемся в рамках этого научно-образовательного центра на 4 направлениях, сильных у нас в республике: химия, энергетика, медицина, умные машины и авиация. Будем добиваться технологического лидерства в этих отраслях. Откроем новые перспективные специальности. Привлечем научных светил. У нас появится порядка 150 межвузовских кафедр, новые, хорошо оснащенные лаборатории. Построим современный межвузовский студенческий кампус на 5000 мест, о которых мы мечтали еще, когда я даже был студентом юрфака. В республике будет также создан Евразийский федеральный университет. У нас богатые гуманитарные традиции, классические вузы, научные школы. Объединим все эти ресурсы и возможности в один университет. В этом году впервые разница между уехавшими из республики выпускниками и приехавшими поступать в наши учебные заведения сократилась более чем наполовину. Пора нашим университетам начинать охоту на своих абитуриентов в школах, проводить публичные лекции, талантливых преподавателей и ученых и показывать сильные стороны своих вузов и их возможности. Во время встречи с учителями как-то ко мне подошли 2 известных педагога, Михаил Саханевич и Александр Столяров, и предложили открыть в республике математическую школу очень высокого уровня. Сегодня они тоже, если я не ошибаюсь, здесь. Давайте их поприветствуем. Это очень опытные педагоги уфимские. И вы знаете, вот после этого простого разговора мы приняли решение. Уже в следующем году в Уфе мы откроем республиканский лицей-интернат для одаренных детей в области математики и IT-технологий. Я уже дал соответствующее распоряжение нашему министру. Так что, Михаил Владимирович, Александр Викторович, скоро, спасибо за идею, скоро у вас будут ваши ученики. Нам надо пойти навстречу молодым интеллектуалам, способным прославить республику и страну. Вот, кстати, один из них, Артур Шехатаров, студент Национального исследовательского университета из Санкт-Петербурга, он учится там сейчас, и разработанная им программа для общения слепоглухих уже помогает тысячам людей. Теперь об этом уфимском программисте знает уже весь мир. И мы гордимся такими ребятами. Артур тоже здесь. Давайте. В этом году у нас есть международные победы в сфере культуры. Давайте поприветствуем победителя фестиваля «Вселенная кочевников», этнорок, группу «Аргамак». Они тоже здесь. Семейный ансамбль Зайнетдиновых. Они тоже у нас здесь. Давайте их поприветствуем. Они стали лучшими на международном конкурсе в органной музыке.
И пожелаем всем нашим замечательным артистам достойно выступить в следующем году на Всемирной фольклориаде в Уфе. Наша страна впервые принимает ее. Я уверен, что этот форум национальных культур станет лучшим за всю историю ее проведения. Нам ведь есть что показать миру. Уважаемые друзья, если говорить о других, более житейских вещах, то в любом регионе больше всего людей беспокоят проблемы ЖКХ. И мы здесь абсолютно не исключение. Каждый день на всех уровнях мы наводим порядок в этом очень сложном хозяйстве. Занимаемся благоустройством наших городов и сел. Меня иногда спрашивают, зачем же тогда нужно было особо посвящать этому следующий год и объявлять его годом эстетики населенных пунктов. Я хочу, на самом деле, чтобы мы реально объединились в этой общей, нужной людям работе. Скажу честно, меня иногда разочаровывает, да просто поражает безответственность некоторых людей. Мы ремонтируем, чистим, приводим в порядок подъезды и дворы. И что мы видим буквально через 2-3 недели? Начинается разруха, вандализм и просто уничтожение того, что мы созидаем для людей. И нам нужно обязательно возрождать добрые традиции, когда люди выходили вместе на субботники, воскресники, вместе благоустраивали свою родную сельскую улицу, поправляли палисадники, заборы на кладбище и так далее. И для этого нам нужно объединяться. Для большой общей работы, как я вновь вспомню, это было в Сибае и Благовещенске. Мы будем также приходить во дворы и общаться с людьми. И нам всем нужно научиться разговаривать и договариваться, учитывая интересы друг друга. Когда, например, бабушки говорят, что им нужны парковки, мол, поставьте вместо них скамейки, а молодежь говорит, а где нам на ночь машины ставить? Я думаю, что надо просто стараться приходить к компромиссу. А муниципалитетам находить общий язык с жителями, дворовыми, городскими сообществами, и это очень важно. За этот год мы отремонтировали почти 400 дворов, 3000 подъездов. Мы вообще впервые пришли, по-моему, с ремонтом каким-то более-менее целенаправленным в подъезды наших жителей. Мы осветили более 700 километров улиц. В течение 5 лет полностью отремонтируем 3000 многоквартирных домов, 15 тысяч подъездов. И будем ежегодно благоустраивать по 400 дворов, чтобы, по сути, войти в каждый двор нашей республики. И нам очень важно зарядить вот этой энергией обновления и объединить всех общей работы по благоустройству и заботы о том, что мы сделаем. Объяснять, кстати, что очень важно, что ремонт подъездов, дворов, лифтов и так далее существенно повышает цену на квартиры, то есть, по сути, обогащает немножко. За этот год мы совершили важный прорыв в жилищном строительстве и вновь начали строить много и качественно. И наши задачи и последующие годы еще наращивать объем. С начала года мы ввели более 2 миллионов квадратных метров. Где-то выйдем на 2,3 к концу года. И в том числе благодаря нашей системной работе, которую мы проводим, в том числе в рамках стройчаса. И мы упорно решаем проблемы обманутых дольщиков. Создали фонд поддержки граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Выделили на эти цели уже бюджетные деньги. В целом, в результате за этот всего лишь год долгожданное свое жилье получили более 2000 семей, которые годами, десятками лет это ждали. И они голодали, выходили с пикетами, требовали вполне законно. Вот мы эту работу проводим. И мы сейчас работаем, и обязательно каждый дольщик, недобросовестно обманутый недобросовестными застройщиками, получит свое жилье. Сейчас мы осваиваем новые площадки, тянем к ним коммуникации и создаем базу на последующие годы для активного строительства. И мы будем строить так, чтобы вместе с жильем и возводить социальные объекты и благоустраивать территории. И еще раз предупреждаю глав муниципалитетов, давайте все-таки, когда мы принимаем решение о разрешении на строительство, учитывать, чтобы
наши строители строили также поликлиники, школы, сады и так далее. Это сложный вопрос, и мы сейчас уже вот год, честно признаюсь, ищем решение, чтобы не убить и строительный бизнес, но чтобы потом все не ложилось на плечи бюджета. И мы найдем обязательно решение. Согласитесь, дорогие друзья, что у нас очень замечательная республика. У нас красивейшие города. Стерлитамак, Октябрьский, Туймазы, Учелы становились победителями конкурса на самый благоустроенный город. Люди говорят, что Уфа, и по мнению вот многих, с каждым днем становится чище и уютнее. Еще много впереди работы, но мы сделаем действительно Уфу сверкающей. Мы запустили большую программу по созданию комфортных городских пространств, ремонту парков и скверов. Уже сейчас в Уфе можно погулять в обновленном парке Первомайске. В следующем году преобразятся парк Кашкадан, сквер Дубки с фонтаном «Танцующие журавли», о которых, по-моему, я ругался на прошлом послании. До неузнаваемости изменится облик Советской площади. На собранные со всей республики средства мы установим там памятник генералу Шаймуратову. Вплотную займемся набережными Белой и Уфимки. Обновим очистные сооружения в Октябрьском, Белорецке, Ишимбае и Нефтекамске, что очень важно. Начнем большой проект по реконструкции старого исторического центра нашей столицы. Вводим, можно сказать, новые культурные стандарты в оформлении общественных пространств, которых не было ранее в республике. Мы с вами вплотную занялись восстановлением лесов и озеленением наших городов и сел. Провели масштабную акцию «Зеленая Башкирия». За несколько дней заложили более 160 аллей, посадили более 100 тысяч деревьев и кустарников. Это очень важное дело, и мы обязательно продолжим его каждый раз весной и осенью. Транспорт. Еще одно скажу вам без привлечения, настоящее поле боя. Я прекрасно понимал, когда начинал эту историю, что ввязываюсь в настоящую войну. Знал, что имею дело без преувеличения с такой сложившейся коррупционной бандитской системой. И не случайно я сказал им, некоторым товарищам, что здесь не Техас, где все проблемы решались с помощью кольта. И вы помните, в Башкирии тоже случались даже перестрелки между бандитами, крышующими водителей автобусов. Это в прошлом. Мы закупили комфортабельные автобусы, вытащили Башавтотранс, набрали профессиональных водителей. Например, таких как Рамзил Галеевич Вахитов. За 36 лет безаварийной работы за рулем автобуса он удостоен почетной грамоты Министерства транспорта. И многие годы жители Сипайлова радуются его аккуратному вождению и вежливому общению с пассажирами. Он тоже у нас здесь. Спасибо вам. Спасибо за добросовестный труд. Вы, наверное, видите, мы вытесняем аккуратно, тихонечко с Уфы старые разбитые машины, ржавые пазики. Конечно, какие-то полулегальные маршруты все еще остаются на улицах. Но если честно сказать, вот эти пазики я мог бы убрать с улицы за одну ночь. Но вот это надо делать очень аккуратно, по двум причинам. Первое, нам вначале надо понять, какие перевозчики с каким автопарком придут на этот рынок. И второе, что очень важно, я об этом постоянно думаю и обращаясь, по сути, сейчас, во время послания к водителям этих пазиков, я хорошо понимаю, что для них это хлеб, которым они кормят их семью. Но я не соглашусь, что они будут зарабатывать нелегальным путем. И вышвыривать их на обочину не хочу. Поэтому я хочу сказать, что будем работать с теми, кто нас слышит и работает по закону. А вообще я абсолютно уверен, что транспорт Уфы будет качественным, хорошим, и мы будем им гордиться. Вы знаете, вот мы запустили такой эксперимент «Карту Алга». Как только меня не критиковали. Сейчас каждый день закупают по 1000 этих карт. И сейчас уже куплено более 250 тысяч
которые дают очень хорошие транспортные услуги. И это несмотря на сопротивление тех же частных перевозчиков. Я поставил Башавтотрансу еще одну очень важную задачу – соединить Уфу регулярным сообщением со всеми райцентрами, а все райцентры со всеми деревнями. Первую часть мы выполнили. Все райцентры соединены в той или иной степени автобусами Башавтотранса, потому что иногда коммерческие автобусы не ездят так, как нужно людям. Поэтому дорожная работа для нас имеет очень большое значение. Мы начали строить мост на южном въезде в Уфу. Мы продолжаем работу по восточному выезду, теперь, что очень важно, на уже приемлемых для республики финансовых условиях. Проектируем мост на улице Интернациональной и приступаем к продолжению проспекта Салавата Юлаева. Еще одна важная тема, о которой я говорил, это транспортное кольцо вокруг столицы. Мы направим все грузовые составы в объезд Уфы. Запустим вокруг города комфортабельные электропоезда, как на Московской кольцевой железной дороге. Вообще дороги – это невероятно сложная история, но это наш важнейший приоритет, и люди у нас об этом просят. Потому что это не только удобство, но это и развитие экономики, это и безопасность. Хорошая дорога дает людям уверенность, что в их жизни ничего не угрожает в пути. И средств на это мы не будем жалеть. В этом году Дорожный фонд республики побил все рекорды и достиг почти 23 миллиардов рублей. Мы за год отремонтировали более 1500 километров дорог. Проведена отсыпка более 900 километров. Стартовала очень важная программа «Родная улица». Построено 50 километров автомобильных дорог, 5 мостов. В октябре мы сдали красавец-мост у села Карайдель. Люди ждали его долгие годы. Раньше, чтобы попасть с северо-запада республики на северо-восток, приходилось делать крюк в 300 километров с лишним через уфимские пробки и опасную перегруженную трассу М5. Этот мост стал огромным облегчением для людей и обязательно оживит наши связи с соседями. Далее. У нас были многочасовые даже очереди в многофункциональных центрах. И мы довольно быстро решили эту проблему. Сейчас время ожидания в МФЦ считанные минуты. Уважаемые друзья, большая работа по подготовке празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войны должна быть на высоте до и после 9 мая. Нам важно рассказывать молодежи о боевых подвигах наших земляков, о том, как победа ковала в тылу. Мы продолжим работу по увековечению памяти генерала-майора Минигали Шаймуратова, воинов 112-й башкирской кавалерийской дивизии, легендарного летчика-штурмовика Мусы Гареева, Даяна Мурзина, Вафы Ахмадульна и других наших земляков, совершивших подвиги на фронтах и в тылу врага. Мы приняли решение и учредили 2 новые государственные награды республики. Орденом генерала Шаймуратова будут награждаться те, кто проявил мужество и отвагу при охране общественного порядка, спасении людей. Орденом Григория Аксакова, первого уфимского губернатора, будем награждать за плодотворную государственную, общественную, благотворительную деятельность. К 9 мая нам нужно полностью обеспечить ветеранов жильем, оказать всю необходимую помощь фронтовикам и труженикам тыла, привести в порядок все воинские мемориалы, стелы, поддерживать волонтерские организации и поисковое движение. В год юбилея Победы весной мы начнем строительство военно-патриотического парка «Патриот». Здесь будут проходить спортивно-армейские состязания, смотры военной техники, недельные занятия для старшеклассников по начальной военной подготовке. Уважаемые друзья, у нас есть еще одна проблема, которая, скажу честно, не дает покоя и тревожит больше всего, потому что мы никак не найдем решения. Это то, что на самом деле мы стали меньше любить и стали меньше рожать детей. Понятно, что за этим стоят очень разные причины – экономические, социальные.
но и не только. Мы слишком увлеклись материальными благами, карьерой, зарабатыванием денег, забывая при этом, что самое-то главное – это счастье отцовства и материнства. И разве новый автомобиль, ремонт в квартире или турпоездка могут быть важнее, чем улыбка ребенка? Что вообще в нашей жизни может быть этого ценнее? В последние годы традиционные семейные ценности переживают самый настоящий кризис. И это надо признать. Но мы не можем позволить себе, чтобы вот агрессивная субкультура, как ее называют, child-free, без детей, сбила молодежь нашу с толку. Ведь наш путь – это крепкие семьи, многодетность, воспитание детей с опорой на законы добра, совести, честного труда, семьи и верности. Нам надо рассказывать о счастливых, успешных семьях, в том числе многодетных. Например, Ирина и Вахид Вервельские-Валиевы из Благовещенска. Вот уже 15 лет, вот поприветствуйте их, пожалуйста, принимают в свой дом детей из детских домов. И они уже выпустили в большую жизнь 3 родных и 9 приемных детей. И еще воспитывают 10 девочек и мальчиков, в целом окружив любовью и заботой 22 ребенка. И что особенно важно, вся эта дружная семья трудится в семейной транспортной компании, которая заняла в этом году на окружном фестивале «Успешная семья» Приволжья 1 место в номинации «Семейное дело». А сейчас я предлагаю отвлечься на 2-3 минуты от экономики, политики, разных умных слов и предлагаю посмотреть один небольшой видеоролик. Мой папа – самый лучший папа в мире. Он настоящий волшебник. Мой папа самый красивый, самый веселый, самый умный и талантливый, самый добрый. С ним никогда не бывает скучно. Мой папа – мой супергерой. Он хочет, чтобы я хорошо училась. Мой папа просто супер. Но он обманывает. Он обманывает о том, что у него есть время. Он обманывает о том, что у него есть работа. Он обманывает, что у нас есть деньги. Он обманывает, что не устает, что не голоден. Он обманывает, что у нас есть все, что угодно. Он обманывает, что никогда не грустит. Он обманывает ради меня, чтобы мы жили лучше. Я люблю своего папу.
теперь представьте себе, что у нас в республике только в год делают 10 тысяч только официальных абортов. И 10 тысяч детей не рождаются просто потому, что люди порой оправданно боятся бедности, ответственности, чего-то еще. Но это в то время, когда мы направляем из бюджета республики на операции ЭКО, боремся за жизнь каждого 400-граммового малыша. И я хочу, чтобы мы все крепко задумались об этом. Хочу, чтобы молодые пары знали, что наша республика рада каждому малышу, что государство и общество, и все мы готовы помочь. Ведь мы-то с вами с высоты прошлых лет знаем совершенно точно, что нет большего счастья, чем рождение ребенка. Дорогие друзья, наверное, сегодня в некотором смысле ждете от меня каких-то новых лозунгов, вроде тех, что я предложил вам год назад. Ну, здесь я разочарую. Есть предложение, давайте дожимать и претворять уже провозглашенные наши лозунги. Ничего в наших планах и в нашей решимости не изменилось за это время. Мы идем вперед по принятому с вами вместе курсу. И мы по-прежнему хотим гордиться нашей замечательной республикой. Хочу отдельно обратиться к молодым. Конечно, вы можете попытаться уехать за лучшей долей, вписаться в то, что уже создали для вас другие. При этом нужно отчетливо понимать, что тогда вы будете частью не своего, а чужого замысла. Здесь же, на родине, и порой преодолевая трудности, бюрократию, недостаток средств, возможно, непонимание, но вы можете написать свою собственную историю, сделать ее сами. И это уже будет ваша республика. В завершение скажу вам то, что меня самого вдохновляет и мотивирует. У нас богатая история, у нас мощная экономика, развитая культура и восхитительная природа. Но все это не наша с вами заслуга. Все это создано Всевышним, природой и нашими великими предками. А я хочу, чтобы мы гордились тем, чего достигли сами, что создали, построили, чем будут гордиться и говорить нам рахмат наши правнуки. Так давайте расти вместе с республикой, каждый день делать ее краше, чуть лучше и богаче, и становиться самим лучше. И все у нас получится. Вместе, Берге. Алга, Башкирия, вперед, Башкортостан. Спасибо за внимание.
вот так.